Так, долгожданный гость. Тесная дружба народов полуострова Крым и Чеченской Республики сложилась еще в период русской весны. Самое тяжелое для крымчан время. Тогда наш регион оказал посильную поддержку полуострову. Сегодня дружеские отношения будут закреплять социально-экономическим сотрудничеством. Визит этот давно был запланирован. Наши отношения, мы теперь, как люди, мы знаем друг друга давно. А уже как главы, вот эти отношения мы сегодня переводим в официальное такое русло. Вот, вы знаете, что мы подписываем соглашения с другими регионами. Вот сегодня я приехал сюда для того, чтобы повидать Рамзана Ахматовича, посмотреть на Грозный, который я знаю с советских времен и после, в такие не очень хорошие времена, которые были. И я думаю, мы поговорим уже, предварительно сейчас разговаривали по обмену, есть чему поучиться. Вот. А мы переговорим еще по военно-патриотическому воспитанию, которое проходит здесь, в Чеченской Республике, и мы у себя в Севастополе этот вопрос планируем и уже запустили эту программу. Я думаю, Рамзан Ахматович примет в этом участие, потому что это очень интересная программа, тем более, что есть поручение президента Российской Федерации по этому вопросу. Вот. Ну и дальше, наверное, выйдем на определенный обмен опытом, да и просто нормальные дружеские взаимоотношения. Если мы будем общаться, я думаю, тогда мы все остальные вопросы тоже будем решать. Глава республики и губернатор Севастополя обсудили совместные планы в образовании, здравоохранении, спорте и молодежной политике. Кроме того, Кадыров и Миняйло собираются рассмотреть варианты участия чеченских бизнесменов в развитии курортов Крымского полуострова. На самом деле я рад, что приехал Сергей Иванович нам домой. Он практически наш земляк. Его старший брат родился в Шелковском районе. В целях, так скажем, безопасности нашего государства, я считаю, что Чеченская Республика – это вот основное направление для того, чтобы удержать те экстремистские явления вот, в роли исламистов, так скажем. Ну, это главный такой, знаешь, регион на Кавказе. Мы выиграли борьбу, мы победили. Наши солдаты уже служат вот, в морском флоту там, и у нас есть о чем и что говорить. Наше правительство разрабатывает совместно с Крымом и Севастополем взаимовыгодные там, именно по линии сельского хозяйства, по линии промышленности. Вот, есть определенные там, вот, есть договоренности. Я думаю, что завтра после встречи с правительством мы тоже примем определенное решение для того, чтобы ускорить не на словах, на бумагах, а реальными делами наши взаимоотношения. И я думаю, что у нас больше схожие, и нам президент ставит задачи, Владимир Путин, чтобы все народы были вместе. И благодаря Севастополю, Крыму, мы все знаем, как патриотически возродил наши народы России. И это, так скажем, плюс для нас и в политическом, и историческом, и во всех этого смысла слова возвращение домой Крым и Севастополь. Этому способствовали и мы, как и все народы России. И я уверен, что я причастен этому, что мой народ причастен этому. И когда приезжают такие великие люди и говорят, и обозначивают значимость нашего народа, то нам это приятно, потому что у нас была история такая, мы были в роли бандитов, террористов, предателей, там, а мы сейчас стали патриотами. И благодаря и Севастополю, и Крыму. Поэтому я уверен, что у нас будут дружеские, братские отношения. Это будет укрепляться экономическим, культурным, спортивным направлением. Отношения между двумя регионами будут ориентированы на развитие и расширение контактов в мире бизнеса. Взаимовыгодные связи будут налажены и в сфере агропромышленного сектора. Луиза Батыжева, Хаважа Мунаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Новости.